главный туристский объект, который мы с вами видим, это самое высотное здание, которое находится на территории Республики Ингушетия. Отправной точкой экскурсии стала башня Согласия в Магасе. В Ингушетии эти туристы впервые. Путешествие начнется с равнинной части. Башня Согласия никого не оставляет равнодушным. Восхищенные лица и фотографии на каждом шагу – живое тому доказательство. То есть, получается, в столице республики сосредоточены практически все административные корпуса. То есть все административные здания республики. Для знакомства с Магасом с высоты птичьего полета времени гостям не хватило, ведь им предстоит за один день посетить не только равнину, но и легендарные горы Ингушей. А следующей остановкой стал мемориал памяти и славы, который вызвал эмоции не меньше, чем башня Согласия. Миссис Чен, как и Артур Ли, очарованы красотой и чистым воздухом. Туристы в недоумении. Они не могут себе представить, какой будет горная часть, если и равнинная не оставляет равнодушное. Нам у вас очень нравится, все такое необычное и красивое. Конечно же, все самое интересное еще впереди. При въезде мы увидели большие каменные ворота. Тут все по-настоящему классно. Я полностью присоединяюсь к сказанному. Тут для нас все новое. Находясь на другой точке мира, мы и не знали о существовании такой красоты и этой чудесной республики. Очень гостеприимные люди, очень красиво. Видно, что город новый. Это, конечно, удивляет, как за такой короткий период времени можно было построить столицу. Туристы из Тайваня детально знакомились со всеми историческими фактами республики, узнали историю депортации ингушей. Где-то были печки-буржуйки, а в некоторых районах не было. Туристы внимательно слушали каждое слово экскурсоводов и задавали много разных вопросов. Среди путешественников возникали споры по тем или иным историческим моментам. Туристам рассказали краткую историю про последнего защитника Брестской крепости Уматгирея Артагановича Барханоева, про памятник, посвященный всадникам дикой дивизии, и, конечно же, про символические башни. 9 башен символизируют репрессированные народы. Это 9 башен, окованы колючей проволокой. Экскурсовод Хава Евлоева уверена, что эти знания, снимки и фотографии они еще долго будут вспоминать и рассказывать своим друзьям и близким, теперь уже в Тайване. С учетом того, что туристский поток у нас с каждым годом увеличивается, в этом году, можно сказать, просто-напросто со стороны, если оценку делать, очень много людей, которые интересуются Республикой Ингушетия. Это бывает просто-напросто увидели фотографии где-то, посмотрели в интернете и захотели приехать. Впереди туристов ждет традиционная ингушская кухня с фирменными лепешками, а уже после экскурсии по Ингушетии гости направятся в Чечню, а оттуда уже по следующим субъектам СКФО. На этом экскурсия закончилась. Впереди у путешественников посещение горной части Ингушетии. А уже через неделю этот же автобус вернется сюда, но уже с другой группой туристов. Зелимхан Калоев, Ховаш Гойгов, everybody! News 24! The best!